Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, магистранты. Сегодня мы начинаем круглый стол по вопросу подготовки управленческих кадров для органов государственной и муниципальной власти. Как вы все знаете, Институт экономики и управления в 1996 году начал подготовку специалистов по направлению подготовки государственного и муниципального управления. Сегодня мы собрали этот круглый стол, подразумевая здесь две цели. Первая цель – это, конечно, вопросы подготовки управленческих кадров. Сегодня у нас присутствуют представители органов государственной власти нашей республики. Кроме того, вторая наша цель нашей кафедры – это показать нашим выпускникам, нашим студентам, магистрантам, как я вчера разговаривала с некоторыми из наших выпускников, говорила, легенд нашего ФЭУ, нашего института, которые занимают определенные должности, делают карьерные успехи. Мы всегда рады им. И, конечно, чтобы был сегодня обмен опытом, как делать успешную карьеру. Естественно, у наших студентов, магистрантов есть свои ожидания, свои какие-то страхи от будущей своей профессиональной деятельности. И вот наши выпускники, наверное, сегодня смогут рассказать о своем опыте. И вот в этом формате мы сегодня с вами проводим круглый стол. Для начала я хотела бы представить участников круглого стола. Сегодня у нас участвует в нашей работе Башкирцев Александр Юрьевич, председатель Комитета государственной службы и кадровой политики администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия. Жанчипова Цыжибыдова Даржиевна, заместитель председателя Комитета государственной службы и кадровой политики администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия, начальник отдела государственного устройства. Все вы знаете, что Цыжибыдова Даржиевна у нас постоянно работает с нами, постоянно находится в контакте с нашим университетом. Также в работе круглого стола принимает участие Матошкин Леонид Николаевич, заместитель председателя Комитета территориального развития администрации главы Республики Бурятия, правительства Республики Бурятия, начальник отдела по реформированию местного самоуправления и организации муниципальной службы. У нас работает Хохлова Оксана Анатольевна, первый заместитель директора Института экономики и управления Бурятского госуниверситета, доктор экономических наук, профессор. Кутунов Андрей Сергеевич, заместитель директора по воспитательной работе Института экономики и управления Бурятского государственного университета. Также в программе вы видите, у нас участвуют преподаватели нашей кафедры экономической теории государственного муниципального управления. И здесь я хотела бы сказать, что все они являются выпускниками государственного муниципального управления. Алексей Теренович Базаров, Дарья Николаевна Родионова, которая имеет опыт государственной службы в управлении ФМС Республики Бурятия и также сейчас у нас активно преподает. Санжин Батубаирович, Олег Сергеевич Тулоханов, все ребята, все их знают. И здесь особо я хотела бы отметить наших выпускников, которые приняли отозвались на наше приглашение. Здесь хочу сказать, что мы никакого отбора не проводили, просто подбирали выпускников по принципу тех, которые старые, скажем так, в кавычках, выпускники, и те самые-самые новые, молодые выпускники, которые только делают карьеру. Это Даржиева Дарима Дандитовна, начальник управления планирования Комитета экономического развития и туризма администрации города Улан-Удэ, выпуск номер 2. Санжанов Юрий Валерьевич, директор муниципального предприятия управления трамвая города Улан-Удэ, тоже выпуск номер 2. Серова Елена Владимировна, заместитель начальника отдела регулирования недропользования и развития минерально-сырьевого комплекса Министерства природных ресурсов Республики Бурятия. Это 3-й выпуск. Дуринова Елена Вячеславовна, ведущий специалист, эксперт организационно-аналитического отдела управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия, тоже это 3-й выпуск. Волхонов Иосиф Станиславович, старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия, тоже 3-й выпуск. Гамбоев Тимур Будаевич, специалист отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия, выпуск номер 2013. Луданова Валерия, секретарь руководителя, выпуск номер, год, по крайней мере, 2015. И здесь у нас участвуют магистранты
первого курса, и наши студенты третьих, четвертых курсов, которые прошли стажировку, прошли практику, готовы поделиться своим опытом. Ну и подошла Мария Мадеева, также секретарь руководителя. Желаем нам успехов в нашей работе. Хотела бы предоставить слово Александру Юрьевичу Башкирскому. Спасибо, Альбина Даширина. Уважаемые участники совещания, круглого стола, преподаватели, студенты. Во все времена потребность органов государственной власти и государственного управления в высококвалифицированных кадрах стояла на первом месте. И не секрет в том, что в своей работе, в кадровом обеспечении деятельности органов исполнительной власти мы этой работе уделяем большое внимание. Ценные кадры, они ценились всегда и во все времена, и с нашей стороны работа по формированию резерва управленческих кадров была начата в августе 2008 года после соответствующего поручения президента Российской Федерации, на тот момент еще Медведева Дмитрия Анатольевича. Определенная работа с нашей стороны была проведена, организационная для начала этой работы, и в настоящее время мы эту работу продолжаем. Весьма признательны Бурятскому государственному университету, кафедры экономической теории и государственного управления о том, что они согласились с нашей инициативой провести подобный круглый стол на их площадке и с участием именно вчерашних выпускников, которые совсем скоро выпустятся из стен учебного заведения, с целью той, чтобы обсудить, если можно так сказать, увидеть взгляд со стороны на ту работу, которую мы в настоящее время проводим с резервом управленческих кадров. Следует отметить то, что резерв управленческих кадров, как и в целом резерв, это некая такая группа подготовленных людей, которые стоят, если можно так сказать, на запасном пути и которые при необходимости могут или должны заполнить ту или иную вакансию, которая есть не только в органах государственного или местного самоуправления, но а также в системе общем государственного управления, в реальном секторе экономики, в государственных или муниципальных бюджетных учреждениях, в каких-то бизнес-структурах и так далее. Работа в этом направлении, к сожалению, имеет определенные трудности, которые по нашему разумению или по нашему пониманию мы стараемся преодолевать. Эти трудности, я сейчас называть не буду, они в какой-то степени весьма специфичны, только нам понятны. В чем-то здесь есть упущение в отсутствии нормативной базы по этому вопросу со стороны федеральных органов власти, в чем-то недостаток финансирования и так далее. Эти проблемы нам известны, мы постоянно работаем над их решением, но по итогам сегодняшнего круглого стола мы бы хотели от вас получить ваши предложения по именно организации этой работы в дальнейшем. Следует отметить, что уже прошло почти 10 лет с того момента, 9 лет, когда мы начали эту работу. Есть определенный опыт, есть понимание, то, что нам предстоит делать в дальнейшем, то, что мы сейчас делаем, но нам необходим взгляд со стороны. И именно с этой целью мы решили собрать такую аудиторию и послушать ваше мнение по этому поводу. Формат выбран именно такой, что круглый стол, как таковой повестки с выступлениями сегодня у нас нету, правильно? То, что здесь в какой-то степени, может быть, будет представлено слово каждому желающему, от которого мы подчеркнули бы какие-то идеи, отметили какие-то, может быть, не то чтобы свои недостатки, а какие-то упущения именно в этой работе. В завершении своего приветствия еще раз хочу сказать о том, что эта тема для нас, она крайне актуальна в настоящее время, несмотря на то, что 10 лет мы уже почти в этом работаем, актуальности пока эта тема не теряет, и привлечение к обсуждению этой темы и привлечение в резерв, наоборот, посредством проведения сегодняшнего мероприятия, это одно из таких направлений в нашей работе, которые в дальнейшем мы будем организовывать и проводить не обязательно только на площадках Бурятского госуниверситета, но также в других учебных заведениях, поскольку любое мнение нам интересно, к любому мнению мы будем прислушиваться, любое будем рассматривать. Я пожелаю нам успешной работы, конструктивного диалога на пользу общему делу, которое мы делаем.
с вашим участием. Спасибо. Спасибо большое. Ну и сегодня будет помогать мне модерировать заместитель директора экономики управления Андрей Сергеевич Кутулов. Ну, первое, мы хотели бы, наверное, все-таки услышать мнение наших выпускников об их карьерном росте, как они, насколько долго они были в кадровом резерве, как вот, ну, с опытом сегодняшнего дня вот, поделились своими впечатлениями с нашими студентами, нашими магистрантами. Я думаю, что мы предоставим слово Юрию Валерьевичу Санжанову. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Немножко не готов я к выступлению, речь заранее не планировал, ну, а так, я так понимаю, что форма общения, беседы. Сказать, каким образом, на своем личном опыте разве что, посоветовать всем, ну, в первую очередь, наверное, студентам, да, обращаясь как бы, более активно заниматься вопросами поиска работы, начинать уже, наверное, в период студенчества, особенно старших курсов, 4-5 курс. По себе могу сказать, что трудовую деятельность я начал еще будучи студентом, работал в муниципальном предприятии. После этого, ну, могу сказать, что мне легче было потом уже устраиваться на работу. Ну, а так пытаться искать. Немножко карьерные свои вехи расскажите, с чего вы начали сегодняшнюю вашу должность? Ну, с себя начну. Да, начал работать на 2-м курсе в муниципальном предприятии. Благодаря тому, что работал на муниципальном предприятии, начинал практически с должности сторожа. Потихоньку вник в технологический процесс и начал уже помогать уже в рабочем процессе. В дальнейшем, поскольку учился на факультете экономики и управления, занял должность экономиста на предприятии. Работал экономистом, благодаря своей должности познакомился в том числе и с ответственными работниками комитета по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и связи. На тот момент еще был в администрации города Улан-Удэ, поскольку мы сдавали туда отчетность. В дальнейшем на 5-м курсе пришел трудоустраиваться, искал, где устроиться. Сразу скажу, никакого подтяжек, никакого блата у меня никогда не было. Такой миф огромный, что вот только благодаря блату можно куда-то там в администрацию города устроиться, в какое-то министерство. Абсолютно ничего такого не было. Пришел я трудоустраиваться, получается, председателю комитета по экономическому развитию, получил отказ. Зашел в комитет по управлению имуществом, переговорил с председателем, тоже получил отказ, не расстроился, пошел дальше. Зашел председателю комитета по промышленности, транспорту и связи. И неплохую службу мне сыграло то, что было положительное заключение тех людей, с которыми я работал уже будучи студентом. То есть были, получается, положительные рекомендации, исходя из этого меня взяли на ведущим специалистом в комитет по промышленности, транспорту и связи. Вот таким вот образом я вот начал работать в администрации города Улан-Удэ. Ну а там уже в ходе работы, как себя покажешь, уже проявишь. То есть через 3 года стал замначальника управления транспорта и связи. В 30 лет ушел из города, перешел в Министерство транспорта, председателем комитета по развитию транспорта, информатизации и связи. Ну, в 35 лет, все как по японской технологии, 5 лет на одном месте, больше сидеть нельзя. В 35 лет ушел на народное хозяйство, директором управления трамвая, поработав в органе местного самоуправления, в республиканских органах власти. Ну, зато имея представление, каким образом принимаются решения, что из себя представляет, как структура органов местного самоуправления на примере города Улан-Удэ, как работает механизм в республике Бурятия. Ну и, соответственно, было для меня вот интересно, новое, каким образом работает народное хозяйство. Исходя из этого, получается, оказался в народном хозяйстве. Сейчас для меня очень даже интересно. На каждом жизненном этапе вот эти 5-летки, получается, получал новые знания. И главное, чтобы было интересно самому работать. У меня вопрос к вам. Юрий Валерьевич,
достаточно крупное муниципальное предприятие. Вот как вы считаете, какими компетенциями должен обладать руководитель данного предприятия? Это первый вопрос. И второй вопрос, каким образом подбираете кадры? Вот отвечу со второго вопроса. По кадрам проблема на самом деле очень сложная стоит. По инженерно-техническому персоналу проблема очень большая. Почему? Потому что ближайший институт, который готовит специалистов горэлектротранспорта, именно инженеров, да, фактически прекратил свою деятельность, данная специализация, и специалистов горэлектротранспорта практически по России не выпускают. Последние служащие, которые работают на предприятии, им фактически всем за 50 лет. Здесь на самом деле большой дефицит кадров по инженерно-техническому персоналу. Более того, испытываем дефицит кадров по рабочим специальностям. По рабочим специальностям в отношении даже элементарно водителей трамвая. Предприятие занимается самостоятельной подготовкой рабочих специальностей по водителям трамвая. Но столкнулись с такой проблемой, сейчас в трудоинспекции тоже полностью предприятие берет на себя обучение всех рабочих специальностей по водителям трамвая. Заключаем договор по специфике, по российской программе. Программа подготовки водителя трамвая не может быть менее 5 месяцев. Обучаем в течение 5 месяцев, даем полностью подвижной состав, даем свой класс, кабинет, нанимаем преподавателя. Ну, вот сейчас столкнулись с трудоинспекцией, что нам выдано предписание, что мы еще и должны стипендию платить. Предприятие муниципальное, предприятие является планово-убыточным, финансируется, в том числе субсидируется из города. И достаточно большие затраты приходится тратить, в том числе на обучение, на подготовку кадров. А если будем платить еще и стипендию, то есть фактически предприятие выполняет функцию государства. Если раньше подготовкой кадров занимался профессиональное училище, то сейчас профессиональное училище водителей трамвая не готовит, а предприятие вынуждено готовить самостоятельно. Ну, здесь тоже определенная специфика. Почему училище отказалось готовить водителей трамвая, при том, что мы 100% трудоустраиваем? Потому что это учебный процесс, и для того, чтобы, если мы учим 5 месяцев и можем учить только вечерами, то есть человек может где-то другое место работы иметь, то поскольку это учебный процесс и училище, то там добавляется физкультура, история, все прочее, и человеку необходимо целый год заниматься только вот этой специальностью. Из них 5 месяцев он учится по специальности, а остальные 7 месяцев он получает знания, ну, общего развития. Соответственно, желающих прийти и год обучаться, желающих нет. К нам прийти 5 месяцев учиться, сейчас желающие более-менее появились. Это вот что касается по второму вопросу. Что касается первой компетенции, не знаю, стаж, опыт работы в отрасли транспорта, я думаю, что это как минимум необходимо. Без этого достаточно сложно. По своей специфике, поскольку работал в управлении транспорта и связи, замначальника управления, то, чем занимается предприятием управления трамвая, знаю на протяжении, наверное, лет 15 уже, с момента окончания института. То, каким образом экономика предприятия формируется, каким образом формируются доходы, расходы предприятия, численный состав, все вот эти вот экономические анализы, это все проходило через меня. Ну и, соответственно, в республике мы также за ситуацией в отрасли следили, наблюдали, в принципе, то, чем живет предприятие, скажем так, знаю не понаслышке. Спасибо большое, Юрий Валерьевич. Теперь предоставлю слово одногруппнице Юрия Валерьевича Галине Гандитовне. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я бы хотела выразить в плане, что действительно во время обучения в ВУЗе необходимо уже трудоустраиваться. Не нужно бояться никакой работы, нужно пробовать любую работу, куда вас берут. Потому что тоже, когда я училась, я тоже подрабатывала торговым представителем. Сейчас приходят к нам студенты на практику, я всегда спрашиваю: вы где-то еще работаете? Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Я говорю: а почему не работаете? Я учусь, меня все время занимает учеба. Это неправильно. Находите время для работы, для того, чтобы сейчас вы не обременены никакими обязательствами, вы должны попробовать успеть наработать какой-то опыт. И очень важно, когда
студент, заканчивая вуз, он получает не только какие-то теоретические навыки, но и навыки даже межличностного общения, потому что сейчас очень сложно действительно найти специалистов готовых и надеяться на то, что, закончив вуз, вы будете обладать всеми необходимыми компетенциями, не работая нигде, как бы, ну, я сомневаюсь. И не надо бояться, да, надо приходить, не бояться отказов, приходить, разговаривать не только с руководителями, которые могут стать вашими работодателями, но и с непосредственными начальниками того отдела, где бы вы хотели работать. Просто недавно ко мне пришел студент, он, получается, закончил технологический университет, 1 год отслужил в армии и зашел председатель комитета Туяне Борисовне Дугаровой, сказал, могу ли я к вам устроиться на работу. Ну, она с ним побеседовала, отправила ко мне, так как у меня были вакансии. Я с ним поговорила, почему ты пришел именно сюда, в Комитет экономического развития. Он закончил специальную статистику, говорит, я сходил прежде всего туда, чему я учился, в Госкомстат. Его там не взяли. Пошел дальше, где я еще могу применить свои знания, полученные в ВУЗе. Выбор пал на Комитет экономического развития. То есть человек не постеснялся, сам пришел без каких-либо рекомендаций. Когда с человеком разговариваешь, уже становится понятно, что он может, что он знает, на что он способен. Поэтому надо работать над собой, наверное, все время, постоянно учиться. Государственная муниципальная служба – такая работа, которая требует постоянного развития, творчества, то есть никогда не бывает готовых решений, нужно что-то искать, придумывать. Вот так. Спасибо большое. Вопрос, пожалуйста. Сейчас я хотела бы предоставить слово Дуриновой Елене Вячеславовне. Елена Вячеславовна сейчас представляет УФАС по Республике Бурятия. И здесь нужно сказать, что наша кафедра, наш институт совместно с базовой кафедрой, у нас есть совместная кафедра антимонопольного регулирования, мы активно на протяжении последних 3 лет работаем именно с УФАС, и нам очень радостно, что там есть наши выпускники, в том числе Елена Вячеславовна. Спасибо. Меня тоже очень радует тот момент, что мы так плотно сотрудничаем с Бурятским государственным университетом. И наша кафедра антимонопольного регулирования – это не единственное место, где мы соприкасаемся. То есть мы проводим различные мероприятия, которые для нашего управления полезны, потому что мы рассказываем о нашей службе. Все это с поддержкой Бурятского госуниверситета. Еще раз спасибо. Но я что хотела сказать? Я вообще хотела бы поддержать предыдущих выступающих, да, тоже выпускников нашего университета, о том, что, во-первых, конечно, наверное, есть такое понимание, да, понятие, что госоргану сложно устроиться без блата, но я, тем не менее, и на своем примере, и на примере каких-то знакомых, тех, кто даже к нам устраивался, специалистов, могу сказать, что не совсем это так. Каждый человек, если он чего-то хочет, он может этого добиться. Вот я сама, например, когда поступала на факультет экономики и управления, я поступала, скорее всего, не из-за управления, а из-за экономики, потому что мне нравилась вообще именно эконом-теория. И после окончания института я работала именно как экономист, вообще не в госсфере. И в государственное управление я попала, наверное, случайно. Мне одногруппница бывшая сказала, что появилась вакансия секретаря. Я пришла на собеседование, при этом вообще у меня тоже никакого блата абсолютно не было, там были другие кандидаты. Не знаю, наверное, мне просто повезло. И я устроилась работать. Работа мне очень понравилась. Интересная антимонопольная служба. Занимаемся вообще очень много чем. Это не только контрольно-надзорная деятельность, но я лично занимаюсь вообще, у меня очень большой спектр обязанностей. Это и модерирование сайта, и пресс-секретарь, и закупки, то есть очень много. Мне, наоборот, нравится такой разброс. И,
значит, и второй вот пример приведу, что несколько лет назад у нас проходила практика девочка тоже с Бурятского госуниверситета, я не помню, институт информатики, и она у нас проходила практику, значит, производственную, потом преддипломную, и очень себя хорошо показала, и впоследствии вот устроилась к нам, и она проходила практику именно вот в моем отделе, она нам очень помогала, вот все эти выкладки, то есть мы даже много от нее узнали, вот такая очень, как сказать, работящая, да. И когда у нас вообще образовалась вакансия, тоже секретаря, просто я даже сама, вот и мои коллеги, мы пошли и попросили нашего руководителя, вот посмотреть эту девочку, она как раз заканчивала университет. И наш руководитель тоже ее заметила, какая она активная. И в общем, она у нас устроилась вот секретарь. Я тоже начинала с секретаря работать сначала на самой низкой должности. Поэтому я хочу сказать, что вообще в любой сфере, неважно, это государственное управление или частные какие-то предприятия, везде всегда ценится работоспособность и знания. То есть вот эти два качества вас всегда заметят, если вы будете, если у вас высокая производительность труда и если вы профессионал вот в любой вот области. Поэтому я желаю вам учиться, повышать свою квалификацию и, наверное, тоже соглашусь вот с выступающими до меня, что, наверное, начинать нужно тоже уже во время учебы эту практику, опыт нарабатывать. Ирина Вячеславовна, вы сейчас находитесь в кадровом резерве? Нет, вы знаете, я не нахожусь в кадровом резерве. Вот, я понимаю, есть республиканский, муниципальный уровни. У нас просто именно в нашей службе есть своя, как сказать, методика подготовки кадров, но именно для нашей службы. Я состою в резерве именно Федеральной антимонопольной службы на более высокие должности. Да. Да, да. Да, Спасибо. Хотела бы предоставить слово Серовой Елене Владимировне. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Немножко расскажу про себя. Я закончила БГУ, факультет экономики и управления в 2003 году. Также присоединяюсь ко всем выступающим по поводу важно уже во время учебы. Вот насчет работы не знаю, потому что я немного подрабатывала. Подрабатывала я помощником депутата Народного права на общественных началах, то есть это тоже определенный опыт мне дало. А вообще старалась учиться хорошо, закончила с красным дипломом. И вот во время учебы важно еще, когда вы ходите на практику, да, выбирать вот органы госвласти не просто так, где взяли или где место есть, да, а вот то, что вам уже сейчас интересно. Например, вот я случайным образом попала на практику, самую первую, в Народный Урал. И тоже там, она короткая была, ознакомительная практика, значит, себя показала, и это дало возможность там на последних курсах мне подрабатывать помощником депутата Народного Урала. Это тоже дало определенный опыт. Следующая практика у меня была производственная в Госкомимущество тогда еще было. Тоже как бы не буду хвалиться, но, видимо, неплохо себя показала, что мне начальник отдела звонил с предложением перевестись на заочное обучение, выйти к ним работать уже. 4-й или 5-й курс был. Вот я отказалась. То есть во время практики, да, Алена Вячеславовна говорила, что важно себя зарекомендовать, показать, и, возможно, вас возьмут на работу. Да? Потому что у нас, да, действительно, на госслужбу сложно попасть, но очень много имеет значение связи, взаимоотношения, люди, с которыми вы познакомились, себя показали, они вас знают. Это очень много значит. Вот. После окончания института, значит, тоже я сначала пошла в Министерство финансов, в Министерство экономики, получила отказ, с улицы пришла, меня возьмите, резюме показала. Вот. Но потом мне удалось устроиться на работу в организации государственного учреждения при Министерстве экономики, была дирекция целевых программ, через которую предоставлялась господдержка в то время организациям и индивидуальным предпринимателям. Там меня взяли на небольшую должность, проработав год, тоже немножко, значит, выросла в должности. И вот по поводу связи, как бы мы тесно сталкивались с отделом инвестиций Министерства экономики, курировал тогда Гребенщиков Александр Георгиевич, первый замминистра. И вот у них образовалась вакансия, они меня заметили, пригласили тоже сначала на должность главного специалиста.
Дальше там я проработала 3 года, выросла до консультанта. Вот, старалась всегда работать добросовестно, ответственно, во все вникала. Дополнительно получила участие, работая в Минэкономике, второе высшее образование в Иркутске, в Народно-хозяйственной академии. Это меня тоже, как сказать, укрепило мои знания, опыт. Вот. Потом, значит, у нас была реорганизация Министерства экономики, часть функций передали агентству промышленности, я перешла туда благополучно вместе с Гребенщиковым. Здесь я стала заниматься более узкой сферой. То есть в Министерстве экономики я работала в отделе, который курирует как бы, экономику всех предприятий, материальный сектор. То есть здесь уже, значит, мы сели на более узкое направление, добывающая промышленность. Для меня было новое в чем-то. Конечно же, пригодились знания, которые получила я в институте в сфере экономики предприятий. То есть все процессы формирования уплаты налогов, какие налоги, формирование себестоимости, выручка, производство продукции. То есть это мне очень пригодилась теория. Я благодарна нашему Бурятскому госуниверситету за эти знания. То есть нам давали знания не только в сфере менеджмента, там, управления, государственного муниципального управления, но и экономика предприятий. Вот. А дальше было, значит, Министерство природных ресурсов объявлен конкурс, создавался новый отдел инвестиционной политики. И я подала документы на конкурс. И вот говоря о связях, вот, которые у вас формируются во время работы, надо, как сказать, расширять свои связи, сотрудничество, с людьми стараться корректно ладить и вот себя показывать с профессиональной точки зрения. Там совершенно случайно оказался мой бывший начальник отдела, который в Министерстве экономики работает. И, конечно, он меня взял. Он меня знал, мы с ним 3 года проработали, он уже после этого сменил несколько должностей. И вот увидев мои документы, и вот также я не имела никаких связей в Минприроде с руководством, вот он настоял руководство, что возьмите ее, она себя покажет, себя проявит. Вот, взяли меня начальника отдела. Сейчас я работаю в отделе регулирования недропользования, курируем добывающую промышленность. За эти годы она мне уже стала родной, хотя я не геолог по профессии, но ведем полностью экономику предприятий, а какие-то вопросы с геологической точки зрения возникают. У нас есть геологи, пожалуйста, обращаемся. Поэтому, то есть, надо стараться работать хорошо, ответственно, во все вникать, всем интересоваться, расширять полностью, постоянно свой кругозор. Вот. Плюс взаимоотношения с людьми. Стараться корректно со всеми. И это вам обязательно поможет в продвижении, в построении карьеры. Такой же вопрос находится в кадровом. Да, я нахожусь в кадровом резерве, но вот, к сожалению, пока я была в отпуске по уходу за ребенком, у нас же постоянно сокращение, у нас 2 отдела объединили, я свою должность начальника отдела потеряла, сейчас я замначальника отдела, но как бы есть стремление расти дальше, состою в резерве Министерства экономики, Минпрома, ну еще кадровый резерв органов местного самоуправления, управленческих кадров. То есть есть желание дальше расти, двигаться, почему нет? Пожалуйста, вопросы. Да, Владимировна, а вот что бы вы могли бы посоветовать нашему университету, для того, чтобы вот реально наш университет стал площадкой для формирования кадрового резерва, ну, скажем, для того же органов государственной системы? Какие советы могли бы вы дать? Человек, который уже имеет достаточно, так понимаю, большой опыт работы, более 10 лет. Ну вот, по какому принципу отбирать? Или вообще нужно ли, или что? Вот, какой у вас вопрос? Ну вот, чтобы, вот, какие требования, скажем, подготовки, да, кадров? Требования подготовки Да, кадров? да, да. Что бы вы советовали? В каком плане улучшить, может быть, где-то... Температурно, то есть мы не можем знать, куда наши выпускники пойдут, и поэтому мы стараемся дать везде понемножку, чтобы они могли потом в любой сфере себя найти и уже дальше углубляться. То же самое у нас сейчас происходит, ну и продолжает происходить, то есть ничего в принципе-то не изменилось с 2003 года. То есть ребят мы учим всему и везде, и потом уже они, когда приходя на работу, получают более углубленные знания там на месте. И стажировки, с одной стороны, да, это возможность для наших студентов проявить себя, то есть показать и тем самым обеспечить себя, возможно, в будущем работой, потому что сейчас уже у нас есть примеры, когда ребята, пройдя стажировку полгода, да, они потом занимались
было небольшое затишье, но И просим всех желающих, всех, кто есть, принять активное участие именно в этой работе, которую мы это начинаем. Это для нас пробный шаг, и мы как бы сами будем делать выводы, учиться вместе с вами по организации в дальнейшей всей этой работе. Спасибо. Я думаю, что студенты третьего курса, которым предстоит выбор площадки для стажировки, слышали Александра Евгеньевича и Александра Юрьевича. И, конечно, мы хотели бы призвать наших выпускников, чтобы вы подключались к отбору для своих органов власти, потому что надеемся на такое тесное сотрудничество. Здесь хотела бы предоставить слово нашим магистрантам. В этом году мы приглашаем также для участия в стажировках наших магистрантов. И были здесь моменты, да, вот как наши магистранты не только учатся, но и также во время учебы в студенчестве много разных знаний, навыков приобретают. Здесь я хотела предоставить слово Гамбажапу. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Представится Гамбажап Гамбажапов, студент, магистрант направления государственного муниципального управления. За годы студенческой деятельности, студенческой жизни я очень много посвятил, наверное, развитию студенческого самоуправления нашего региона, вузов, ну и так далее. Да. Работая в студенческом объединении нашего вуза, получил необходимые те компетенции именно в области молодежной политики, написания грантов и так далее, да, конкурсов. Мы принимали большое участие в грантовых конкурсах, выигрывали, осваивали и осваиваем на сегодняшний день. И благодаря этому, наверное, меня заметили в органах государственной власти, именно на муниципальном уровне, где я в прошлом году вошел в состав молодежной палаты нашего города и стал заместителем председателя комитета по молодежной политике, спорту и патриотизму. Проработав там год, то есть показав себя, реализовав какие-то проекты, мне буквально вот весной этого года, прошлого года, когда мы были уже на выпуске, предложили войти в кадровый резерв. Сначала я нашел в кадровый резерв города Улан-Удэ, это то есть Управление по делам молодежи, и Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Сейчас я нахожусь там, обучаюсь на направлении ГМУ, первое образование политология и пиар. Ну, это мне помогает, поскольку я надеюсь, что при получении знаний, навыков, компетенций в области госуправления мне все-таки удастся в дальнейшем устроиться на госслужбу. Так, Я хотела бы предоставить слово Кононовой Юле. Юля магистрант второго курса, в этом году заканчивает, и она активно, помимо учебы, постоянно работает. Ну и проходит практику. Здравствуйте, дорогие участники круглого стола. Хочу сказать, закончила в 2015 году факультет Институт экономики и управления по специальности управления персоналом. Дальше пошла учиться, поступила в магистратуру по направлению государственное муниципальное управление. После выпуска управления персоналом я пошла также на практику, там объявлялась стажировка в комитет социальной молодежной политики. Стажировка была около 2,5 месяца. По окончанию мне понравилось, я осталась. Также работала на добровольной основе. Потом кадров я сначала пошла работать как секретарем предложений, я тоже проработала. И там тоже были ситуации с нехваткой кадров. Не хватало специалистов по именно социальным и молодежным программам. Ну, я согласилась, получается, была как бы ставка секретаря и специалиста по социальным программам. Ну, на данный момент вот собираюсь уходить с комитета социальной и молодежной политики и хотела попробовать себя, пошла на практику с вчерашнего дня в администрацию Вологодского предприятия, в контрольный комитет по отделу обучения граждан. Спасибо. Магистрант второго курса. Ну и хотела бы предоставить слово нашей выпускнице Марии Малиевой, тоже принять активное участие в нашем разговоре. Добрый день. Я на данный момент работаю секретарем и руководителем аппарата уполномоченного по правам человека. Также заканчиваю в этом году магистратуру Института экономики и управления. В 2015 году закончила бакалавриат по специальности государственного муниципального управления. Стаж работы у меня довольно небольшой, работаю я полгода. До этого, начиная с первого курса, очень активно, как и Гамбажап, занималась общественной деятельностью.
На самом деле это колоссальное подспорье. Я это сейчас замечаю, то есть коммуникативные навыки, которые я выработала во время студенчества, они мне сейчас помогают, потому что уполномоченный по правам человека это означает огромный поток обращений граждан. Но на самом деле, как мне Юлия Валерьевна, начальница моей, все время говорит, вот здесь вы, Мария, у нас научитесь жизни. Так и есть, потому что в любом случае после вуза окончания немного более романтизированные представления о государственной службе, на самом деле это действительно тяжелая работа, и хотя я сейчас только секретарь руководителя, то есть объем работы и объем ответственности минимальный, скажем так, все равно это довольно тяжело, не имея конкретного опыта работы, вот так вот сразу начинать эффективную деятельность. Поэтому я очень жалею, что проект стажировок стартовал уже после нашего выпуска. Так, конечно, всем, кто сейчас собирается еще стажироваться, я вот хочу посоветовать действительно выпускать эту возможность, потому что если вот говорят, да, что родственные связи не имеют такого большого значения, да, но вот эти профессиональные связи, которые вы нарабатываете, это действительно очень важно. Спасибо. Ну, продолжим, наверное, наш. И позвали работать в Комитете территориального развития. В Комитете территориального развития администрации главы работаю уже практически год в должности секретаря и занимаюсь рассмотрением проектов под начальством своего заместителя председателя Комитета территориального развития Леонида Николаевича, который меня обучает. В общем, кадровый резерв – это неплохая возможность трудоустроиться. В любом случае, если будет вакантное место, я думаю, что я попаду в свой комитет, в свой родной комитет. Спасибо большое. Здесь мы не услышали Тимура Будаевича, это тоже 13-й. Здравствуйте, Альбина Ефимовна, уважаемые участники круглого стола. Я позволю себе высказать несколько таких своих размышлений по поводу системы подготовки кадров в системе органов исполнительной власти, муниципальной власти, ну и на коммерческих предприятиях. Ну, во-первых, охотно поддерживаю те высказывания, которые сводились к тому, что все зависит от конкретного человека. То есть, если человек сам не заинтересован в своем каком-то профессиональном или личностном развитии, то, соответственно, ничего у него и не получится. И, быть может быть, тогда только и включается, собственно говоря, так называемый вот этот глад, кадровый тройболизм и прочее. Во-вторых, хотелось бы поблагодарить своих преподавателей, тех преподавателей, которые вложили именно те знания, умения, компетенции в мою копилку. Это и Альбина Ефимовна, это Жибар Мадаржин, и Дарья Николаевна, и Олег Сергеевич, и Алексей Царенович. Я к чему это говорю? Говорю к тому, что на самом деле у нас в Республике Бурятия на самом деле создана, ну, не могу сказать про эффективность, но могу сказать с точностью, что у нас создана система поддержки студентов, система поддержки кадров молодых. И это связано с тем, что я вот на своем личном примере скажу, я сейчас хвастаться не буду, но в ходе студенческой своей жизни имел очень активную жизненную позицию гражданскую. И, собственно, и сама специальность государственного муниципального управления накладывала то, что необходимо участвовать, ну, каким-то образом участвовать в общественной жизни университета, города, ну и, соответственно, республики. Ну и как бы выигрывал различные конкурсы Мденского городского совета по получению именных стипендий, и именную стипендию мэра города Улан-Удэ, чему тоже благодарен нашим преподавателям, и республиканские стипендии по поддержке молодых ученых. Ну, хотел сказать, что после окончания факультета экономики и управления в 2013 году я продолжил по рекомендации Государственной аттестационной комиссии продолжил обучение в аспирантуре, также в нашем родном университете, в Бурятском государственном на кафедре общей педагогики.
Ну и еще раз, наверное, подытоживая, хотелось бы сказать, что на самом деле те формы поддержки, они существуют. Просто многие студенты, многие вот соискатели, может быть, не в курсе про то, что существуют такие механизмы и формы поддержки молодых специалистов, студентов, ищущих реализацию своих профессиональных компетенций. И вполне кто бы сказал, что после окончания университета 20 июня состоял 13 год вручения дипломов, и в пятницу я в этой же неделе получил диплом, в понедельник уже пошел трудоустраиваться. Соответственно, на той же неделе был принят на работу. Вот я так к этому. Ну и основная мысль моего выступления, то, что все-таки все зависит от самого человека, все зависит от того, что он в себя впитает в годы студенческой жизни. Ну и, соответственно, в мое время это как бы сохранится так называемой практики. Я 3 года проходил практику в Министерстве образования. Ну, не знаю, может быть, зарекомендовался, но после окончания университета я поработал на одной работе, переводом ушел в Министерство образования. В кадровом резерве в данный момент не состою, поскольку пока еще по стажу у меня не хватает, у меня 3 года стажа. Я хочу встать на стаж в кадровый резерв на главную группу должностей. Главный специалист, эксперт. Спасибо. Из тех людей, которые совмещают учебу с такой общественной нагрузкой, хотела бы предоставить слово студенту 3-го курса Сергею Дмитрию. Вот он сам представит себя. Здравствуйте всем. Да, я сейчас студент 3-го курса. С 2014 года начал сотрудничать тогда еще с кандидатом в депутаты Горсовета Николаем Робертовичем Будоевым на общественных началах. Все это время мы с ним сотрудничали. После этого, после выборов в сентябре, как известно, он стал депутатом Госдумы и меня пригласил на должность своего помощника. То есть я на данный момент являюсь оплачиваемой Москвой помощник депутата Государственной Думы. В этой работе, что хорошо, наш институт обучает, то есть дает широкие знания. Вот в моей работе это сильно помогает, так как у меня задачи, начиная от экологии, заканчивая там уголовными делами. То есть везде мы помаленьку получаем знания, и это уже это достаточно эффективно, а дальше уже все зависит от нас. И вот у меня еще одна такая вот проблема. Мой курс и курс ниже, у нас ни одного бюджетного места нет. Такой парадокс. После муниципального управления ни одного бюджетного места. То есть сюда уже поступает, например, я скажу про свою группу, по остаточному принципу. То есть никуда не попали на бюджет, и пойду туда. То есть от этого потенциал значительно падает студентов. Но даже, нет, я скажу так, у меня преподаватель, если он так признался один раз, что, вот, например, выпуск Маши Мадеевой, у них группа была, где конкуренция в группе была настолько сильная, что они друг друга толкали вверх. То есть вот эта конкуренция. В нашей группе такое, как я по словам своего преподавателя скажу, что у нас это полностью отсутствует. То есть проблема бюджетных мест меня волнует на госмуниципальной службе. Я даже считаю, что национальное движение есть, да, в этих словах. Почему? Потому что мы первые выпуски были, да, в 2003 году, вернее, мы 3-й выпуск были. И вот нас набирали в 98 году, у нас группа первая, вторая была, там очень много медалистов было, которые самые лучшие учащиеся школы, да, которые поступили на бюджетные места. И вот с теми медалистами, да, кто наши все в группе были, я так наблюдаю, по жизни они сейчас занимают хорошие места, на хорошей работе. То есть вот эти базовые данные школьные, да, и то, что они бюджетные места, в институте закрепили, то есть человек все равно проявляет. А когда на платной основе, не хочу никого обидеть, конечно, это немножко корректирует уже. Наверное, качество, да. Одни медалисты у нас.
вот я всегда Сильный, принесла соответствующий книгу, да, про специалист. энергетический эффект. Вот здесь мы к десятилетию факультета нашего выпускали эту книгу, и здесь в конце все есть наши выпускники, действительно, вот, когда возникает необходимость, вот как, по какому принципу я вас отбирала, да, тоже вот листала, думаю, вот этих нужно, эти там работают и так далее. И я думаю, что вот наши студенты, которые сейчас слушают наш разговор, может быть, какие-то есть пожелания и так далее, мы к очередному юбилею выпустим более объемную книгу, и вы все войдете, потому что эта книга обрывается вот как раз-таки на 2006 год, да, здесь список идет полный. И мы будем эту традицию продолжать, и сегодня вот мы с разных сторон пытались посмотреть проблему подготовки управленческих кадров. Здесь еще раз я хотела бы выразить признательность нашим выпускникам за вашу отзывчивость. И сегодня мы в ходе разговора, я думаю, что наметили еще какие-то свои пути, да, чтобы речь у нас идет, может быть, не после круглого стола, немножко поговорим на эту тему создания ассоциации выпускников и факультета экономики управления, института экономики управления. И наши студенты, вот, видя ваш пример, должны понять, загореться, пойти на стажировки. И вот сегодня в заключение хотела предоставить слово. Большое спасибо университету, кафедре, институту за то, что вы организовали такой круглый стол, откликнулись на нашу просьбу. Очень радостно видеть наших выпускников, которые сидят за этим круглым столом. Буквально я практически у всех, наверное, преподавала. Юрий Валерьевич — это мой дипломник. Мы писали с ним про мультиплекс. Я помню, что про синергетический эффект в органах власти. И вот я бы просто хотела обратиться к нынешним выпускникам, к студентам, которые сейчас сидят и смотрят на уже старших выпускников. Вот они в своих выступлениях ни один не сказал про то, как важно хорошо учиться. Но они не сказали это не потому, что это не важно, а потому, что это для них это было само собой разумеющимся. Это все действительно выпускники, краснодипломники, все. Несмотря на то, что они работали, подрабатывали, тем не менее, учебе они тоже уделяли важное время. Важное никогда на второй план у них не отходило. Все они сейчас, вот, когда они работают, достигли определенных, и вы видите, что немаленьких высот в своей трудовой деятельности, вот они, как раз вот тема сегодняшнего нашего круглого стола была кадровый резерв. Это все участники проходили конкурсный отбор и на первую свою должность, и в последующие ступени в карьерной лестнице. Это все через кадровый резерв органов исполнительной власти. И вот наши две молодые коллеги сидят, пока они сидят в должности помощники секретарей руководителя, но тем не менее, я думаю, они прекрасно понимают, да, оказавшись вот сейчас, пока они не на госслужбе, но тем не менее они уже вот нарабатывают вот то, о чем мы говорили, профессиональные связи, коммуникации, о том, как нужно работать, как работать, в чем понимание этой работы приходит. И они тоже являются участниками кадрового резерва. Но я бы еще раз хотела обратить внимание вот наших выпускников, третьекурсников, выпускников о том, что самое главное – это то, что у вас должно быть знание. Я всегда говорю на занятиях о том, что в нынешнее время вы продаете не руки, вы продаете свою голову, вы продаете свои знания. И чем больше у вас знаний будет, тем больше у вас будет возможностей хорошо трудоустроиться, так ведь? И я желаю вам всем успеха. И вот призываю еще раз обратить внимание магистрантов и третьекурсников, которые будут участвовать вот на этот проект «Стажировка», и что мы вот действительно будем участвовать в первый раз. И нам бы хотелось, конечно, чтобы те, кто придут к нам на стажировку, те, которые и с работодателями мы будем разговаривать, для того, чтобы это было вашей первой стартовой площадкой. Может быть, действительно, вот все прошли через практику. Первое место трудоустройства, да, это все начиналось с практики. Ну, будущее, прообразы стажировки, скажем так. Ну, спасибо. Пожалуйста. Мне вот хотелось бы выразить одно пожелание. В данном моменте, здесь присутствуют в основном все
представителей органов государственной власти. Да? У нас все-таки факультет называется государственное муниципальное управление. Я этим моментом почему хочу воспользоваться, потому что я учился именно на муниципальном управлении. Я к этому шел, я в принципе там и работал. Ну так сложились обстоятельства, что, к сожалению, там не работаю, я думаю, к этому вернемся. Ладно. Дело не в этом. Дело в том, что муниципальное управление ничуть не менее важно, чем государственное управление. И поэтому вот если в последующем такие вот будут вопросы, обсуждения, да, давайте тогда расширять и делать вот эти стажировки не только в органах госвласти, давайте тогда делать в органах муниципального управления, потому что там тоже дефицит кадров. И там достаточно дефицит кадров. У нас, я могу сказать, что мы как бы всегда идем навстречу нашему факультету, всегда готовы принять стажировку на практику студентов. Но хочу вот сейчас сказать, что у нас мы ощущаем кадровый голод. У нас с начала года уволилось 4 сотрудника, но они пошли дальше, на ступень выше поднялись. Где искать новых сотрудников? Прежде всего обращаемся в кадровый резерв. Но кадровый резерв, он не всегда дает полное представление о человеке, которого ты хочешь пригласить. Ну, как бы отбираешь, но, может быть, кого-то ты упустишь, чтобы действительно претендовать. Там просто идут анкетные данные. Возможно, может быть, факультету, нашему институту надо было бы вести какой-то банк данных о студентах, который бы раскрывал их не только характеристики, там, способности к обучению, но и какие-то личностные качества, участие в общественной жизни. Потому что, действительно, когда берешь на работу себе человека, ты уже в первую очередь, конечно, обращаешь внимание на профессионализм, но не менее важным является то, что из себя представляет он как личность. Готов ли он вообще развиваться дальше? Потому что я вот сейчас поняла, вот делаю выводы, да, сколько сотрудников через меня как бы прошло. Есть люди, которые готовы развиваться, у них хватает знания, хватает опыт, прямо у них какая-то жажда в этом. А есть люди, которые приходят лишь бы посидеть от 8 до 5, получить заработную плату. Вот недавно приходила на собеседование девушка, она претендовала на вакантную должность. Она говорит, я готова работать, я готова развиваться, но как бы все стандартные фразы. Мы говорим, ненормированный рабочий день и все прочее, но она готова работать по какой-то четкой инструкции. То есть вы меня обучите, да, исполнитель. Вы меня обучите, вы покажите, дайте мне задание, я его исполню вам и отдам. Но государственная муниципальная служба, вы должны все понимать, что это не такая работа. Это не работа от 8 до 5, пришел, как от станка отработал, ушел. Это постоянный процесс творчества. Творчество во всем, в экономике, в управлении. Человек связан сейчас с биологией и недропользованием, это, как бы, казалось бы, совершенно далекая сфера. А таких ситуаций как бы возникает очень много. Когда я пришла на работу и пошла к юристам согласовывать нормативно-правовой акт, будучи юной, я говорю, ну я же не юрист, я откуда знаю, как сформулировать. На что мне начальник правового комитета сказал, вы муниципальный служащий. То есть вы должны обладать навыками и экономиста, и юриста, то есть уметь все, уметь и знать все. Но от человека все зависит очень много. Вот у нас сейчас проходит практику, стажировку студент, который учится в РУДН. У него сейчас каникулярное время. Его никто не гнал, никто за руку не приводил, он сам пришел и сказал, у меня сейчас каникулы, я приехал домой на каникулы, вообще мечтаю работать на гос или муниципальной службе, и я хочу изнутри посмотреть и попробовать, что это. То есть, реально все зависит от нас самих, от нашей мотивации, от наших амбиций и целей, которые мы ставим перед собой. Спасибо большое. Еще можно. У нас факультет называется факультет Института экономики и управления.
К тому, чтобы, может быть, все-таки упор сделать в том числе на экономику, на экономические специальности. Почему? Потому что чисто объективно количество государственных и муниципальных служащих и новых высвобождаемых мест намного меньше, наверное, чем выпускников, которые выпускаются с Института экономики и управления. А реальная потребность в кадрах, она заключается в том, что не обязательно работодатель берет выпускника, имеющего диплом факультета экономики и управления. Такой процент идет 50 на 50, а в некоторых случаях еще меньше, того меньше. То есть в любом случае необходимы инженерные специальности для того, чтобы человек разбирался в отрасли. Плюс желательно взять человека с отрасли, который знает уже специалист в этой области. И только уже третьим порядком это люди, которые имеют диплом факультета экономики и управления. Но это жизнь таковая, она, в принципе, нормальное явление. И даже по нашему выпуску посмотрите, у нас сколько процентов, 10, наверное, выпускников было трудоустроено по специальности и пошло на государственную муниципальную службу, не более того. Остальные пошли все работать в отрасли народного хозяйства. Но при этом отмечу то, что те знания, которые по экономике были, позволили, в принципе, многим работать. У нас сейчас очень много людей, которые работают и в банковской сфере, и в системе добычи полезных ископаемых, и есть и финансовые директора, есть и заместители директоров по экономике и финансам, достаточно крупных, одни из крупнейших компаний в России. Есть начальники отделов, начальники управлений в банках, как российских, так и международных банков, проживающие как в Улан-Удэ, так и за пределами Улан-Удэ. То есть вот по своим одногруппникам я даже смотрю, в принципе, у нас не так много устроилось именно в государственном муниципальном управлении, но тем не менее все занимают достаточно неплохие руководящие места в различных предприятиях, не ниже начальников планового экономического отдела крупных компаний. И здесь я думаю, что можно специализацию тоже расширять. Я понимаю, что тема нашего семинара государственное муниципальное управление, но устраиваться все равно. Да, дело в том, что ГУ сейчас расширил спектр своих специализаций, да, специальностей. Вот у нас такие вот специальности: бухгалтерский учет, бухгалтерский учет, да, финансы, менеджмент. Опять заново мы начали методы экономики, да, то есть вы знаете, что есть бизнес-информатика, да, то есть вот эти вот специальные сферы IT. В принципе, да, вы правы, конечно. Потому что вот я пришел, со мной пришел коллега, да, мы вдвоем фактически так получилось, что пришли работать. Коллега пришел с завода, учился в технологии на инженерную специальность. А я пришел, учился на ГМУ. Вот что-то мне было тяжело, не зная специфики. Что-то ему было тяжело. То есть, с точки зрения, как устроен бюджетный процесс, что такое бюджет, что такое исполнительные органы власти, что такое законодательная власть, как проходят документы, все прочее, для меня это казалось элементарно. Это все просто что такое, какие документы, что такое распоряжение, чем отличается от постановлений, что решение сессии горсовета. Для него это было сложно. Для меня было сложно именно по узкой специальности, потому что я пришел поначалу курировать сферу промышленности, для меня это был немножко темный лес, да, то есть управлять. Минус в том, что мы выпускаемся, это же управление, а управлять то, чего не знаешь, достаточно сложно. Нужно очень хорошо знать объект управления. Поэтому тоже, коллеги, невозможно. Для этого и нужна стажировка, для этого и нужна подработка. Чтобы, если вы идете, например, в комитет предпринимательства, вам нужно поработать в каком-то хотя бы ИП и знать, как это все устроено, как люди... Да. Задача образования не дать все подряд знания, невозможно сегодня. А научить, где найти, как найти, через кого, какую нормативку посмотреть. То есть студент он должен для себя определиться, чем он хочет быть, где он хочет работать. И в этой стезе уже пробовать себя с различной стороны. Со стороны управления, со стороны объекта управления и связи те же нарабатывать. Можно дать комментировать тоже по кадровому резерву, такую реплику, что сложно подобрать, да, тоже человек, то есть угадать невозможно. Я тоже являюсь членом комиссии по кадровому резерву, как представитель общественности Министерства спорта и молодежной политики. Однажды участвовал в заседании, то есть мы выслушивали кандидатов, и то, что меня удивило,
многие, ну, опять же, да, не понимают, зачем мы тут, и многие, ну, банально не умеют выступать. То есть приходят, ну, возможно, да, это люди профессионалы и с хорошими знаниями и опытом, но даже не могут себя подать, не могут себя условно продать для того, чтобы вот на какую-то конкретную должность, возможно, пригласить. Да, в том числе ораторское искусство. И наши работодатели, которые по стажировкам в прошлом году обратную связь давали, также все в один голос говорили даже не о профессиональных навыках наших ребят, а о том, что всем нужны коммуникаторы, всем нужны продажники хорошие. И здесь вот в качестве предложения, возможно, к администрации, комитету, что вот кадровый резерв есть, да, и, наверное, член, ну, сейчас участникам кадрового резерва тоже вопрос. Возможно, для вас, как для, что вы состоите, какие-то мероприятия дополнительно необходимы, и для тех, кто будет выбирать из этого кадрового резерва, как просмотр с какой-то периодичностью членов этого кадрового резерва. А для кадрового резерва, для участников, они бы могли какие-то навыки дополнительно получать. То же самое проектное управление, да, о котором сейчас очень много говорится. Это навыки, которые нужны всем, они универсальные. Навыки по ораторскому искусству, по коммуникабельности, по управлению командой, да, по лидерству. Это все, всеми этими навыками необходимы, ну, каждому человеку в современном, да, мире. Поэтому, возможно, может быть, здесь тоже что-то подумать стоит. И возрастала бы ценность самого кадрового резерва для тех, кто в него стремится. И нахождение там. Даже если ты не получаешь какую-то должность, да, по итогам, но ты, по крайней мере, получаешь качественный какой-то процесс в процессе. Ну, здесь вот в заключение Елена Владимировна была участником первого семинара, да, по кадровым резервам, когда Елена Николаевна продолжит. Вот у нас был первый опыт, когда мы приглашали кадровый резерв в органы местного самоуправления и смотрели их на него, как они решают практические ситуации. Вот тоже был опыт. Уважаемые коллеги, я полностью согласен с Иосифом Станиславовичем, да, бывшим выпускником, в том, что надо в наш диалог, в наш разговор привлекать тех ребят и девчат, которые приехали, наверное, с сельской местности, сельских районов, я так понимаю, вы эту цель, да, подразумеваете? Да. И потом, которые были бы востребованы на свои новые уровни. Но, к сожалению, на текущий момент практически своей работе наш комитет ориентирован, конечно, не на наше подрастающее поколение. Мы сейчас ведем работу по резерву управленческих кадров на должности муниципальной службы и на муниципальной должности, то есть глав как поселений, так и глав районов. Но в этот резерв поступают те коллеги, которые, конечно же, уже имеют определенный опыт работы либо в сфере государственного, либо муниципального управления, либо же в какой-то из отраслей народного хозяйства. Но поворачиваясь к лицу представителям участникам нашего сегодняшнего разговора, хотел бы, конечно, тоже призвать всех к получению, наверное, более таких качественных знаний, в том плане, что необходимо самосовершенствоваться. Кроме тех учебных планов, которые есть в ВУЗе, необходимо приобретать, конечно, и какие-то практические навыки, и стажировку этому в помощь. Но и кроме того, на сегодняшний день, в отличие от нас, более старшего поколения, у вас есть все современные технические возможности, информационные, то есть это и интернет, это и справочные правовые системы, которые служат вам в помощь в целях своего дальнейшего совершенствования и расширения кругозора. Многие коллеги, которые сейчас работают, и я сам через это прошел, необходимо будет, наверное, на базе государственного муниципального управления получать какое-то второе высшее образование, либо проходить переподготовку. Реально уже работая в той или иной должности. Будь то, наверное, и в государственной службе, в муниципальной службе, либо же где-то в каких-то отраслях экономики. Поэтому еще раз хочу призвать всех стремиться к новому познаниям и поблагодарить Бурятский госуниверситет за предоставленную возможность пообщаться.
еще раз как бы определить наши направления взаимодействия дальнейшего. И я думаю, что мы будем от имени своего комитета сказать, что дальше сотрудничать в сфере подготовки хороших, надежных наших кадров для муниципального управления. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое всем участникам. Я думаю, что у нас состоялся первый разговор. Все те пожелания, которые прозвучали, мы обязательно учтем и расширим наш круг, как Леонид Николаевич Фомчев и представители муниципальной власти. Безусловно, мы с ними сотрудничаем. У нас есть выпускники, которые работают в органах местного самоуправления, но просто не было возможности их привести, чтобы они приехали. И будем считать, что у нас состоялся самый первый разговор уже с участием наших выпускников. Мы очень рады с вами сотрудничать на совершенно другом этапе, когда мы обращаемся к Галине Леонидовне, приглашаем ее в качестве лектора или же отправляем студентов на практику и говорим, возьмите вот этот человек, вот эту девочку, самая хорошая и так далее. И у нас есть просто очень приятно ходить на площади в органы власти, потому что в каждом практически комитете, в каждом органе власти есть свои люди, и вот наши студенты должны понимать, что корпоративный дух, вот этот дух, синергетический эффект, он всегда должен поддерживаться, помогать. И желаю вам всем успехов. Я бы тоже поблагодарить уважаемых коллег, уважаемых выпускников за какую-то работу, потому что на самом деле это первое, наше совместное совещание. Я думаю, что группу будет собирать на этой площадке, скажем, находить темы для разговора и для дальнейшего все-таки во благо нашей республики, во благо нашей Спасибо.